Я взяла анализ на COVID-19, будут делать ПЦР-методом в противочумном центре в течение 10 дней. Ожидайте ответ. За ответом можно не приходить, ответ можно проследить через сайт. Если тест будет положительный, то тест заново перепроверяется и уже в ГДСМ. И с вами свяжутся другие сотрудники и уже скажут, что делать, как быть. Мы этим проектом занимались последний месяц, то есть 28 марта мы начали подготовку. Шла очень большая, колоссальная работа была проделана, и очень большую поддержку нам здесь оказало государство в лице Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Они предоставили нам соответствующее помещение, которое соответствует всем требованиям и стандартам, потому что инфекция, она имеет 3-ю группу патогенности, и, соответственно, все должно соблюдаться во благо наших специалистов в том числе. На сегодняшний день мы по разнарядке Минздрава готовы выполнить 3055 бесплатных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Это в рамках гранта. Кому мы будем делать эти тесты? В первую очередь мы будем ориентированы на социально уязвимые слои населения. Это врачи, возможно, это сотрудники правоохранительных органов. То есть здесь мы даем право выбору Министерства здравоохранения, и по их разнарядке мы будем производить эти тесты на базе лабораторий. Это совместный проект с государством при поддержке меценатов и представителей бизнеса Кыргызской Республики. Также мы призываем иных представителей бизнеса и меценатов поддержать нас в этом проекте, чтобы обеспечить максимальный доступ уязвимым слоям населения к точной ПЦР-диагностике, к анализам на коронавирусную инфекцию. Чрезвычайное положение может закончиться скоро, но карантин, он будет длиться долго, может и полгода или год, пока вакцины не будет. Поэтому карантинные правила с нами в нашем обществе будут надолго. Для того, чтобы мы могли свободно перемещаться, и чтобы государство чувствовало себя спокойно, комфортно, государству важно знать, кто инфицирован, кто представляет угрозу, кто уже имеет иммунитет и кто не инфицирован. И когда представьте картинку, если мы все бы сейчас точно знали, кто инфицирован, кто угроза, кто не угроза, стратегия была совсем другая. Мы могли довольно свободно, легко отпустить экономику, и все могли бы работать. Поэтому это очень важный проект, нужно массово всех тестировать, и это очень непростое мероприятие. Мы выделили $61 тысяч на привоз нового оборудования, которое здесь установлено, чтобы проводить эти тесты. И второе – это реагенты. Логистика очень сложна, у нас самих реагентов нет, это нужно привозить откуда там, с Китая, там, с России, Южной Кореи, возможно, еще с каких-то стран, с Европы. Вот, поэтому мы сперва выделили на оборудование $61 тысяч, потом $65 тысяч на тесты, по сути. И сейчас я для себя приношу, что мы еще $35 тысяч выделим, и будет $100 тысяч на реагенты и тесты, и $61 тысяч на оборудование. Вот. Это очень важно, и поэтому очень важно, чтобы все подключились к этому мероприятию. Это тесты для простых наших граждан, это очень дорогое мероприятие. Это такое же благое дело, как на продовольствие, потому что это системно может решить общую ситуацию в стране, общее положение может решиться. Если мы будем сейчас выделять средства на тесты и всех проводить тестировать. Максимально быстро, максимально много. Вот наша цель. Если средства будут заканчиваться, то, соответственно, и скорость будет замедляться, и эта тема будет длиться еще дольше. А мы этого не хотим. Мы все хотим что-то быстрее, это все максимум все провести. Страна маленькая, если все объединятся, я думаю, мы можем быстро двигаться.